Всем привет, ребятки. Ну что, наконец-то, ребята, потеплело. Началась движуха, ребята. Спали морозы. Сегодня суббота. Не знаю, какое декабря, ребята. Ну, в целом, минус 10. Небольшой ветерок, небольшой снежок. Красота. Как вы видите, ребят, я загрузился. Иду с ночевкой. Ну, иду с ночевкой, ребята, на удочке. Иду половить псорогу, ельца. Ну, в общем, в палатке с кайфом, с печкой, с раскладушкой. В новой, с полами, ребята. В общем, кайф. По плану, конечно, планировал выехать на дальняк с жерлицами, с комбайном на большую речку. Вчера выезжал на пару часов недалеко от деревни. Половил живчика, штук 30 ельца поймал. Думаю, ну все. И тут бац, ребята, прошел грейдер, получается, по дороге, по асфальтированной. Ну так, вроде как и асфальт, но вроде и не асфальт. Видели летнюю дорогу, по которой я езжу. И местами, ребят, сильно открылся асфальт. И туда, в ту сторону, мне или по реке идти, ребята, или через деревню по дороге. Соответственно, снега нету, река заторошена. Вот такие торосы, по реке не пройти. Ну и через деревню тоже, ребята, быть дураком, ехать на такой технике по асфальту. Ну, это стерешь сразу, ребята, все накладки. Соответственно, не поехал. Ну, а думаю, что делать? Поеду, ребята, я посижу на омуте. Информация вчера прошла, что там рыбачили и рыбка шевельнулась. Соответственно, думаю, а что нет, поедем. Один минус, конечно, во-первых, сегодня суббота, много местных будет, очень много. А морозы спали, все зашевелились, как тараканы, в деревню повылазили. И завтра, воскресенье, соответственно, завтра еще больше народу. Ну ничего, где-нибудь поставим палатку, в толпу не будем залазить, закормимся и будем сидеть, ребята. Планово половить, опять же, живца заготовить. Ну, если будет что-то крупное, то котлеты, на котлеты, ребята. Люди только прут, уже двоих обогнал там, по полям вон только лезут. Рано сегодня не поехал, сейчас в районе 10-11 утра, точнее уже дня. Не стал ломиться там по сумеркам. Думаю, я спокойно с ночевкой все равно приехал в деревню, собрался, чаек, кофеек, загрузился, понеслась. Вот так, ребят, загрузочка. Полный кофр, там сумка, холодильник, оборудование, там газ, всякое вот это там, запчасти, инструменты, все дела. Здесь ящик, лопату взял. Ну и в общем вот так выглядит саночки. Вот были сложности, были моменты по перевозке. У меня полторашки санки, а палатка 1,90 м. Снегирь 4 Т-лонг. Ну в общем вот так сверху, ребята, положил на полы, и в целом можно спокойно перевозить. Снизу заложил, как бы сделал ровную площадку, и в принципе нормально. Здесь у меня печка, стол, спальники, кухня, брикеты, ребята, 2 пачки, соответственно. Но в целом ночновочный режим вот в таком плане, в принципе, нормально. Цепляем вторые сани с пассажиром, и в принципе вот туда еще какие-то вещи, и в принципе модуль еще не сильно загруженный, что-то еще туда, соответственно, можно передвигаться. Кайф. Ладно, что, ребят, не будем разглагольствовать, поехали посмотрим. Следы, я вижу, уже идут, кто-то проехал и на машинах, и на такой технике. Смотрю, взорвали здесь поворотик. Ну, люди зашевелились, начали искать рыбку, это класс. Погнали. Поехал, брат, сестре на ворованном москвиче. Денежку занять. Ехаем. Середина декабря, ребята, смотрите. Это Республика Коми, север. Вот такой снег. Охренеть. Ну, по циклонам, смотрю, Москву завалило. Соответственно, через 3-4 дня у нас должно быть то же самое, ребята. Блин, морозы прошли, минус 30-40. Все хорошо замерзло, теперь нужен снежочек. И спокойно можно по тайге, по барам, по болотам ездить уже на снегоходах. Ладно, что? Поехали.
ребята, девки пляшут. Приехал на омут. Никого. Там машинка стоит одна. Дядя Коля там выше. И все. Никого и нету. Вот и вам и выходной. Но это ж хорошо. Еще лучше даже. Спокойненько будем кайфовать, балдеть. Сейчас спущусь на лед. Я так понимаю, вот там пятак разбойный. Видать, вот там вот вчера, говорят, ловили. Не знаю, правда, что ловили. Плотву, какого размера, но клевало. Потому что до этого, ребят, вообще тишина была по поклевкам. Вчера, говорю, вот ездил. Тоже, блин, на 0,07 маленькую мормышку, там ельчика половил, но капризничал, конечно, надо его вытряхивать прям. А сегодня прям снежочек, ребят, ну прям вот такая погода, прям плотвинная. Сейчас заеду, посмотрю, похожу удочкой сначала, где поклевки будут, посмотрю, где тяга, где течение, и только тогда поставим палатку, потому что, ну, сразу палатку ставить тоже такое себе. Можно проиграть, потом перетаскиваться неохота. Все, четко. Спускаемся на лед. А вот дядя Коля спускается. Видать, там не клюет. Ну попробуем, что, братцы. Попробуем. Пробью на мормышку, ребят. Такая мормышка маленькая. Дядя Коля, говорит, там поклевки не видал. Так. Опарыши, правда, старые у меня, блин. Я так еще свежих и не покупал. Я попробуем, ребят, что-нибудь поискать. Все нормально, но уже с оттуда, ребят, перешел ближе. Такая тяга, здесь ужас. Мормышка моя 0,4 грамма не находит дно. Сейчас попробую поводок поставить. Точнее, достану другую удочку. Там грузик, потому что здесь найти я не могу. Поводочек, ребята. Вот такая снасточка. 2 грамма грузик. Крючок. Вот на течение она работает. Бока, ребята, заглотил. Вот котлеты. Поклевка есть, дядя Коля? Я еще к берегу ближе пришел. Блин, глубина, ребят, конечно, вообще жесть. Мормышка здесь точно не найдешь глубину. Метров 5, наверное. Ну, слушайте. Пока, конечно, не показатель, но все-таки буду с прикормкой сидеть. Рыбка должна собраться сама. Какая-то залетная попалась. Я уже, получается, там, тут и еще ближе к берегу. Вот. Ну, глубоко здесь яма. Как сам по себе омут. Сорожки подловить бы на котлеты, было бы класс. Вот она, ребята. Вторая. Походил сейчас на мормышку. Что-то тут так. Ну, короче, сюда, наверное, ребята, и будемся. Здесь и по суше. Ну, блин, здесь надо
удочки надо делать будет. Ну, такая хорошая сорожка. Красавица. Так, ну это живец, ребята. Это живец. Канана принести. Блин, глубоко, конечно, ужас. Так, ладно, ребята. Походу здесь будем падать. Походил там везде. Здесь мне нравится. Здесь и сухо. Там вода вышла. Сейчас кормак поставлю. Посидим с кормачком. Посмотрим, как будет. Кормачок. Кормак у меня самодельный, ребят. Такая сетка. Тут крышка от банки. На 80. Как раз сотку залетает. И свинцом залито получается. Вот. Я взял заводской сегодня. Но это когда в палатке будем, замешаю. Так. Добрый комбикорм. Добрый комбикорм. Все замерзшее у меня тут, блин. Он потом разбухает. И шикарно. В принципе, работает. Плотва подходит. Огонь. Огонек. Катя. Огонек. Нашел удочку, ребята, с тяжелой мормышкой. Лучше, конечно, сразу же приготовить разные удочки, нежели вот потом перевязываться. У меня есть червячка немножко. Сейчас вот эту на червя, ребят, поставлю. На мормышку. Посмотрим. Вроде глубину отбил. Посмотрим, как оно будет. Ух ты. Вот она, ребята. Вот она, рыба моей мечты. Она парика с кусочком червя бахнула на игру. Мощно. Хорошо. На игру, ребята. На игру. Так, ладно. Червячка поставлю свеженького. Ну, тут кивок такой дурацкий. Не поиграть особо. Валялась она у меня. Просто так. Без дела. С тяжелой мормышкой. Грамм, наверное, мормышка там. Может даже 1,5. Вольфрамовая тяжелая. Поиграем, попробуем. Вот. Мелочь. О, я что думаю, что-то теребить непонятно. Кто?
Живец тоже. Какая-то битая. На опарика. Живец на опарика. Блин, тут такая глубина, тут запутаешься нафиг. С 3 удочками если сидеть. Это, конечно, такое себе. Вроде бы классно, быстро жик и отпустил. Мормышку, блин, пока отпустишь, полдня пройдет. Угу, уже пободрее. На червячка. И тут подтягивает. Он как-то подходит, интересно. Раз. То не на одну, то он сразу на 2, блин. Клевать начинает. Охренеть, глубина, конечно. Мелкая. Живец. Живец, живец, живец. А нам надо крупную. Ну что, ребятки, часик-полтора, наверное, посидел. Ну, я изначально, говорю, вот начал буриться оттуда, где вот бурина. Там, блин, там вообще метров 5, наверное. Тяга слишком большая. Потом сюда, и вот ближе к берегу как-то вот. Ну, не как сказать берег. Не берег, конечно, но здесь как раз вот именно свал. Здесь вот меляк идет, трава, и вот здесь уже начинается свал. Ну, где-то метра 3 подо мной, 3,5, наверное. Что-то так редко-редко, ребят. Ну, вот сколько? Штук 7 попалось. Таких я уже, ну как бы, таких обычно даже на живца брал, ну, задача котлеты, операция котлеты, так что вот. Ну вот такие, конечно, тоже попадаются, ну, хорошенькие, конечно. Ну, вот, штук десяток, ребят, таких среднячок, и штук десяток, наверное, на живца забрал в кан. Снежочек подсыпает. Народу никого нету, охренеть, блин. Суббота, вот дают, а. Вот купил, что ли, все. Дядя Коля посидел, тоже бурился, потом в полосу встал, как бы. Вот там тоже штук десяток я видел, поймал. Все, я, говорит, Андрюх, пошел домой. Ну, а мы с ночевкой, ребята, кайфовать, балдеть. Здесь вот более-менее, говорю, сухо. Вот там набурено, вода вышла, а здесь вот сухо. Ну, в принципе, здесь что-то и шеволи, так нет-нет. Закормимся, будем смотреть, что может будет клевать. Сейчас вообще обрезал, уже с минут 20 как ни поклевки не было. Сейчас что, подгоняю технику, ставим, да, домик и будем заниматься делами, так скажем, кайфовыми. Печурка, затопимся, разденемся, закормимся и будем сидеть кайфовать. Все, погнали.
видно. Ну вот, ребят, пока лагерь поставил, уже вот сумерки. Сейчас через полчаса уже будет темно. Декабрь месяц, да, он прям такой. До 21 до 22
еще на убыль, а потом потихоньку как будто бы там на минуту, на две будет добавляться световой день. Но все же темень уже, ребята. Все, я там расположился, ребята. Ну, такое было понимание, как лучше. В общем, даже взял большой стол, хотя он в эту палатку не уместен. Ну ничего, буду кайфовать, ребят. Ну, как бы один, все нормально. Печурку растопил, все хорошо. Здесь отбил ледобур уже, все, что не нужно, убрал. Все чехлы там от палатки, от печки, от раскладушки, от стола. Все в один чехол и саночками перевернул. Все нормально. Ну, а так, ребят, пойдемте, покажу, как получилось внутри. В общем, вот такие дела, ребят, смотрите. Тут два входа получается. Это Сигир 4 талонг. Очень, кстати, удобно по размещению, нежели когда один вход. Ну, опять же, расположение печи, в принципе, можно выставить ее везде. Она вот вклеивается, такая противопожарная накладка. И любое окно, ребят, можно расположить. Соответственно, можно печку туда поставить или с той стороны. Ну, я, в принципе, поставил, как мы тут раз ставили. Выезжали на озеро. Вот, здесь у меня вход, ребята. Печку я расположил вот так. Пашихонка 25. Не так выставил, а сделал вот так. Ну, как бы и плита тут в распоряжении. Место здесь, как бы, проход есть. Там у меня брикеты, 2 пачки, ребята. Вот этот стол здоровенный. Но он, конечно, не под эту палатку, ребят, но все же буду здесь. Зато положу здесь все как нужно, и мне ничего не будет мешать. Полы, ребят, полы я до конца не стал расстилать, загнул, получается. И, ну, Эво полы, палатка новая. По расположению лунок. Кто-то, конечно, делает отверстия, потом их закрывает. Но я что-то не стал, ребята, уничтожать полы, так как все же я такой рыбалкой редко занимаюсь. И для меня, как бы, эти лунки, они ни к чему. Потому что это экспедиционная палатка, где-то в болоте встать, чтобы вот этих отверстий лишних не было. Ну, в принципе, вот, я так не перебуривал, как было, так и есть. У меня здесь кармак, вход, лунка, и вон, в принципе, смотрите, сколько, ребят, места. А так, получается, вот раскладушка, ребят, смотрите. Вот вторая раскладушка, мы туда ее ставим. Тут стол, и здесь еще куча места. Палатка 2,30 на 2,90, соответственно, блин. Ну, и как бы здесь для себя полы оставил, чтобы не дуло. Ну, вот раскладушку вот так поставил. Здесь еще вон тут. Под раскладушку можно кучу вещей положить. Там кучу вещей положить. Ну, буду сидеть вот тут рыбачить. Удочки я уже не трогал, ребята, уже как час. Не знаю, клювала, не клювала, там съела, не съела. Палатку подсыпал немножко. Раскладушку взял, ребята, береговскую. Смотрите. Видите, вот под Эво полы как раз, что самое важное. Здесь такие большие пятки идут. И уже не переживаешь, что промнет, сделает дырку. Кто-то там крышки подкладывает, здесь уже все нормально. Это вот у меня новая раскладушка от палатки берега. Ну, как от комплекта. Я вот именно ее взял. Еще как бы не спал на ней, ребята. Вот. Постелил уже пенку. Спальник. Подушка. Пускай греется все это дело. В общем, кинул свет. Ну и там фонарик подвесил, ребят, это вот рыбачить конкретно, чтобы было видно, удобно. Фу, хочу попить чай, ребята, вообще труба. Еще сегодня ничего не пил, очень охота пить. Все, ребятки, я раздеваюсь. В палатке уже хорошо стало. Время 14:56, вот, потемнело. Как-то так. Ну, так, видите, ребят, комбикорм потом, он так, видите, потихоньку разбухает. Я сейчас сделаю заводскую, ребята, заводскую. Так, у меня где-то открытая пачка есть.
Вот. Ну, вот размешаю я ее, ребят, в пакете. В пакете размешаю. Ну, сделаю такую шариками и буду вот потихоньку ее ложить. Понятно, что она вымываться будет быстрее, нежели комбикорм. Ну, что-то мутить-то будет. Это у меня летняя, жареные семечки, лещ. По-хорошему, конечно, бы ведерко. Ну, что есть, то есть. Что есть, то есть, ребята. А, семечками как пахнет. Офигительно вообще. Ну, еще шарик залезет. Тут течение, ребята, получается в ту сторону. И вот кармак ставишь. Я хотел еще третью, а потом нафиг. Если клювать начинает, то потом только путаешься. Глубина очень большая. Соответственно, нафиг она надо, блин. Погнали. Все. И вот так будем кормить, ребята. Потихоньку, помаленьку. Не знаю. Ну, пока поклевок, смотрю, нету. Видать, рыбка отошла. Потемнело, снег, ребята, херачит по палатке. Ужас. Опа, есть, ребята. О, ну все понятно. Это ёрш, ребята. Это называется стемнело. Ну, налима, конечно, хорошая наживка, но, к сожалению, у меня плотва там. И с плотвой их ни в коем случае нельзя соединять. Потому что у него слизь, он выделяет, и плотва просто задохнется вся. Все понятно. Ёрш. Вышли ночные жители, так скажем. Налим сейчас вышел на охоту. И его же собратья такие же. Пескари. Не знаю, посмотрим, может будет клювать, ребята. Плотвичка-то. Время-то 3 часа только вечера. Пауза будет какая-нибудь, может там 5 к 6, к 8. Ну, непонятно, в общем. Поглядим, ребята, интересно. Самому покайфовать. Блин. Снега нафигачило. Снег попер. Желится желимцем, ребята, а вот, ну, обычно желицы же поставишь и в палатке уже без сидишь, как бы просто потом проезжаешь, там смотришь. Ну, бывают вечерние разведки тоже, выезжаем, делаем. Вот. А тут как бы у тебя и кухня сразу здесь, и спальное место, и как бы процесс рыбалки. Ну, у нас, к сожалению, вот леща, лещ есть, но вот зимой почему-то он не ловится. На комбайн я, бывает, нет-нет ловлю, но вот так, чтобы на удочку сидеть, кормить, как бы, к сожалению, он не попадается. Вот. Просто, ну, я смотрю, как лещатники вот на ночами сидят, вот рыбачат. Соответственно, как бы, вот палатка их с лунками им нужна, а мне вот резать не захотелось. Раза 2-3 за сезон выеду вот так с ночевкой порыбачить. Могу и вот так обойтись. Морда горит, тепло стало. Опа. Есть, ребят, тут уже сорожка. Ну какая.
все-таки подошла. Хороша малышка. Чтоб тут сильно не танцевала у меня на льду с бубнами. Есть контакт, ребята. На опарыша. На червя хапнул ёрш. Что тут у нас, ребята, с печергой? С печергой все хорошо. Все работает. Все шает, тлеет. А режим такой эконом, ребят. Нормально. Вот одна попалась сразу же. На эту сход был. Не успел я, конечно, заснять все это дело. И вот еще на эту тырк и на эту тырк. Вот она по 3 штуки как-то подходит. Там 3-4 штучки проплывает по ходу. Останавливается вот здесь. Вот тырк-тырк успел выхватить, все. Потом пауза такая. Непонятно вообще. Нет такого, что, знаете, там стая прям большая пришла, и вот ты там, она клюет. Ну, сорожка хорошенькая, ребят. Самая ходовая прям. Вот таких на котлеты бомба. Да и жарить таких очень вкусно. Прям очень вкусно. Что-то тырк, ребята, тырк. Такое ощущение, что это не поклевка, а просто по леске рыба задевает. Ну, проходит. Как будто она здесь есть, но она, ну, не берет. Потому что тырк, кивок так задевает. Тырк. Видать, по леске, леска-то 3,5 метра здесь. Ну, не знаю, ребята, правильно встал, неправильно встал. Снег валит на улице. Желудок уже урчит, жрать охота. Наверное, будем чуть попозже готовить. Сегодня, ребята, у меня вкусняшки. Ух! Покайфуем, ребята, сегодня. Прям побалдеем. Выходные. Странно, никого не было сегодня, но это, да, прям на удивление. Водку пьют мужики, походу. Походу ёж, ребята. Да, это ёж был. Тырк. Это только ёж так делает. Сопливый. Разболелась голова. Жмут со всех сторон дела. Навалились на меня. Банк, работа и семья. Пробурю я луночку, закину туда удочку и начну таскать сорожку. Отдохну душой немножко. Ну, сорожка, где ты, сорожка, Сережка? Ёрш, ребята, по-любому. Но это ёрш. Ерши, блин, зараза, они нам, конечно, так-то не нужны. Свеженького червя поставим. Не клюет, ребята. Тишина. Вот снег валит. Кстати, вот единственный минус вот на кубах, когда долго стоишь, вот снег скапливается. На зонтах такого нету. Там все-таки более, ну, круто, и он скатывается. Бывало такое, то что люди палатку оставляли надолго в лесу, как бы, и приезжали, и зонт именно вот стоял, снег сыпал, и все скатывалось, а куба, получается, поломала, потому что навалило снег и продавило, короче, как-то поломало.
Не клюет, ребята. Чайковского пью, сижу. Здесь недалеко деревни интернет есть. Короче, кайф. Звонить можно, смотреть можно что-нибудь. Короче, красота. Все. Вот. Сейчас еще 2 ерша попалось и тишина. Будем заниматься ужином. Не клюет, ребята, слово совсем какие-то поддевы, непонятно. Что-то вообще неинтересно. С палатки получается 3 ерша поймал и вот одну сорожку. Все. Время у нас 16:55. Распаковка, ребята. Сегодня мы прям вообще такие джентльмены. Удачи. Сегодня мы прям джентльмены удачи, ребят. Смотрите, что у меня есть. Бабам. Добрые традиции. Приезжал корешок ко мне в гости и сделал такой подарок. Это, ребята, виски. Бутылочка виски Black Ram или Black Ram. Не знаю. Ну, Black это черный, а Ram или Ram это, получается, козел. Или кто? Козел? Ну да, как-то так. Black Ram, добрые традиции. Виски Black Ram произведен в Болгарии по европейским стандартам качества с использованием шотландских спиртов. Вкус Black Ram невероятно мягкий, сбалансированный благодаря созреванию в отборных бочках из-под бурбона. Выдержан до совершенства, создания для душевной компании. Ну, компания у меня сегодня, ребят, ты да я, да мы с тобой. Хотя я звонил там парням, поехали, говорю. Вот, не смогли. В общем, ну я один, что. Я как волк-одиночка, мне многие говорят, тебе скучно, не скучно, Андрюха. А что мне скучно, ребят? Вот такая коробка, ребят, смотрите. Бутылочка, ребята, вискарика. О, да это даже 0,7, ребятки, нифига себе. Я думал 0,5. Ништяк, ништяк. 40 градусов, холодненький. И смотрите, тут еще, так сказать, как подарочный, что ли, идет стакан. Идет вот такой стаканчик. Тоже Black Ram. Ну, то бишь, одноименный. Ну да, сейчас вот Новый год, ребята, вот такие подарочки. В гости залетать можно. Можно кому-нибудь. Водичку на печку. Шайку открываем, чтоб у нас было тут пожарче. Не знаю, как так, но походу как-то так, ребята. Забыл нож, блин. Думал, в сумке лежит и что-то был уверен даже, что он там. Нифига не оказалось. Куда я его выложил? Что-то я не посмотрел, блин. Ну да ладно. В моей там экспедиционной сумочке там, ребята, есть все. Как-нибудь, наверное, вам сделаю обзор. Если будете, кто-то попросит обзор, я сделаю, ребят. Чего у меня там только нету. У меня же есть хороший аппарат, ребят. Это мультитул. Кстати, Евгений от Тафовара, когда я к ним был в гости, приезжал на завод, а вот он мне его подарил. Хорошая вещь, ребята. Тут, конечно, и все, и плоскогубцы, и бокорезы, и, блин, и отвертки, и всякие разные вещи, блин. Такая тема, знаете, блин. Кто-то там подкрутить даже там что-то еще, ножик тут есть, блин. Все, отвертки такая, отвертка такая, блин. Пила тут, вон, ребята, есть. Много чего тут есть, ребят. Вон. Куча всяких, короче, вещей, ребят. Такая, поковырять где-то что-то. Ну, блин, придется этот. Хотя у меня, скорее всего, даже... А, у меня еще и тут в ящике есть нож, ребята. Так-то ножей хватает. И в кофре там у меня есть там специальная такая штучка, режущая. Ну, короче, ножей много не бывает. Будем так отходить от этого. Ну что, не клюет, ну что. У нас есть завтра еще день, ребята. С утра-то она по-любому выйдет поклевать. Просто интересно, ну, может она вечером выйдет еще, ночью.
Весной, да, весной, конечно, она клюет. Вопросов нету. Ух. Снег опять задувает, окно открыто, аж за шиворот попало. Фига себе, погода, ребята. Погода, конечно, желает лучшего. Ну, от крайности в крайности, что. Были морозы, теперь снег, ветер, что. По-другому никак, это зима. Соответственно, ну, кайф в палатке, ребята, кайф, тепло, хорошо. Так, конечно, такие выезды, это вообще бомба. Даже вот так немножко половил, да их, что, душу отвел. Я вот в мороз хотел так приехать, ну, блин, не стал я, ребята. Погнал лучок. Лучок. Зажарочка пошла, ребята. Как же, ребята, при приготовлении не пригубить 50, точнее 25 капель. Почему 25? Потому что рюмочка 30. Я наливаю не полную. Ну, мы не такие фрейра, конечно, с таких бокалов вискарь хлестать. А мы с рюмочки. Ну что ты? Давай-ка попробуем, ребят, попробуем. О, нифига, тут еще даже... Тут еще даже, ребята, и дозатор стоит. Опа. Не все так просто. Так что, братцы, давайте. Тут на омуте у нас вот есть вкусненькое. Сейчас будет вкусненькое. Приезжайте. Я рядом. Ну что, будем здоровы, ребята. Попробую. Вкусненький, ребят. Неплохой. Такой. В палатке жарко, тут все пооткрывал уже. Все окна, но печку пришлось открыть, чтобы приготовить еду. Даже закусывать, ребят, знаете, ничем не надо. Такой интересный. Ну, водичка подзакипела, ребят. Подсолим немножко. Совсем немножко, потому что буду макароны добавлять туда. А здесь сделаю хорошие специи. По-хорошему, вообще, по идее, специи люблю ложить сразу. Вот, допустим, лук, морковь, масло. И сразу добавлять специи, ребят, чтобы они больше открылись. Нежели сейчас, когда я в конце уже буду посыпать. Ну, что-то я забыл. Макарон отварю себе, ребят, немножко. Тарелочку, знаете.
Я даже не помню, с какого-то похода это остатки были. Хорош. Хватит нам. Пойдем-ка, ребята, выйдем-ка на улицу, посмотрим, что такое у нас там происходит. Ну, снег валит, ребятки. Снег валит, да. Ну, спокойно, красота, тихо. Вот палаточка. Здесь когда-то, ребята, давным-давно, когда я только начинал снимать контент, за этим поворотом приходили волки. Я был зимой здесь тоже, хотел с ночевкой попробовать. Волки тут тоже выли. Я отсюда сразу давал только, получается, без техники, на лыжах. По реке, выходил на устье другой реки и бежал, короче, как Шипулин на лямпах. Блин, подзамело. Надо какой-то чехольчик возить, чтобы не заметало. Чтоб не заметало. Печурка шает, ребята. Хорошо. Мне все-таки палатка, ребята, это свой кайф. Это свой мир, это своя вообще другая вообще. Другие ощущения от всего происходящего. На улице непогода, там снег валит, да, а у вас здесь готовится шикарный ужин. Тепло, светло, еще и рыбачить можно. Но, к сожалению, не клюет. Не клюет. Ну, посидим, не знаю, ребята. Я, в принципе, выспался. Посмотрим. Может, выйдет, поклюет. Утром рано, может, выйдет, поклюет. Непонятно вообще. Так что, как-то так. Такие дела. Так, друзья, ну что, мяско уже почти доходит. Сейчас самое вкусное, так скажем, это у нас зажарка будет состоять чисто из-за этого. Солишка, понятное дело. Солишка, понятное дело. И здесь, ребята, у меня вкусняшки. Это Юрьевна мне собирала здесь специи. Ну, там, правда, пару заводских вон там лежит. Ну, это так, просто пакетик. Здесь что-то прям чудесное, ребята. Короче, такой состав, что подходит и к рыбе, и к мясу. Ко всему. Прям можно не жалеть вот так. Запахи вы бы чувствовали, ребята. Так, ну и говорю, вот томатная паста. В данный момент у нас кетчуп. Томатный кетчуп. Он не острый, ничего. И туда тоже. И вот сейчас вот эта зажарка будет, ребята, у нас зажариваться. Подвинул стол, ребята, ну, чтобы на раскладушку сесть. На ящике уже заколебался сидеть. Все, братцы. А вот такой у нас ужин. Сегодня один. А там звал, говорю, пацанов, говорю, там с одним договаривались, не получилось с работой. Короче, так что-то не знаю.
маханул. Да я вообще планировал, говорю, вот уехать на дальняк, но грейдер прошел и не получилось. Ну, смысла бы я не видел просто туда ехать по такой дороге, по асфальту, грубо говоря. Давайте, ребята, ваше здоровье, как говорится. Зима в самом разгаре, середина декабря. Сегодня мы здесь. Кайфую, ребят, палатка теплая на самом деле. Класс, реально класс. Вообще. Такая пойдет. Куда-то вот выезжать. С такими, тем более, эво-полами. Они не тряпичные, они как бы... Ну, не эво, что им будет. Они тут походил, наследил что-то. Ну, снег занесся, снег растаял. Тряпкой протер, все, они у тебя сухо. Тут можно вот в носках сидеть, грубо говоря, и ноги не мерзнут. Такие дела. Давайте будем. Хороший вискарек. Я уже 3-ю выпил. 4-я, в общем. Такой интересный. Надо на Новый год взять. Если найду, конечно. Что у нас по ужину-то? Как получилось? То, что нужно. И, кстати, хлеб, даже хлеб не буду доставать. Итак, макароны. Специи. Вот чесночка еще не хватает. А так вот этот кетчуп, он такой кисло-сладенький, такой привкус делает. Вкус. Класс. Угу. Бомба. Вкуснятина, ребята. Сегодня прям, короче, я прям тут сегодня балдею. Да, еще бы рыбка, конечно, клювала. Было бы, конечно, вдвойне приятнее. Ну, ничего. Посидим, поблюдю. Я сейчас вот просто прилягу, ребята, на раскладушечку. Вот сюда положу голову и буду посматривать за кивочками. Сейчас тряхану кармак, засыплю свежачка, поменяю наживочку. Ну и, в общем, будем смотреть. Кстати, даже не ерши даже перестали клювать. Интересно. Время у нас. Время 18:04, ребят, как раз ужин. Вроде как-то, да, время как будто прошло столько, а на самом деле всего лишь детское время. День короткий. Темноты очень много. Ну и как-то так, не знаю, есть интернет, ребята. Есть такое желание в стрим даже выйти. Ну, посмотрим. По настроению, конечно. Потому что это все-таки опять VPN надо включать, там он выбивает постоянно. Короче, посмотрим, ребята. Может и выйду. А так, включу сейчас какой-нибудь фильмец. Позвоню домой. Все очень круто. Все, ребят, давайте связь. Тогда что, я не знаю. Будем блюдеть. Будем смотреть. Снег немножко идет мелкий. Но вот так наплывами. Вот слышите, скатывается с палатки. Вот так наплывами. Бац. Что-то так. Ну как типа как тучи вот идут. Как сильный ливень, потом как прекращается. Сейчас вот вроде как подуспокоился. Все, связь. А я кушать. Хорошенько, ребят, перекусил. Сижу что-то тут за столом. Смотрю, кивок. Жик-жик-жик. О, еще попалась одна хорошенькая. Это вот получается вторая. Вторая у нас с палатки. О, смотрите, ребят, видите, как лед. Трещит аж вода
Слонок прыгает. Лед садится. Видать, вода падает. Вон, блин. Аж какие качели. Так, что у нас тут по прикормке? Подмывает, нет? Ну да. Подмывает, ребята. Это хорошо. Он опять треснул. Блин, шевельнет, ребята, и все. Я тут, сажусь туда, потому что 5-я точка уже устала на ящике сидеть. Смотрю, жик-жик, бац, все. Короче, быстро, тык-тык и все. Ну, блин, тоже не дело, конечно. Хоть бы мелочь какая-то подошла там, мелкие рыб, мелочи же очень много. Хоть писка рыбы какие-то есть. Ну, пискарь там, с той стороны обычно. Ближе к песку. А здесь как бы, я вам уже показывал, с той стороны свал, как бы, трава вот эта, и потом здесь свал уже идет. Вот именно здесь эта яма начинается. Туда, мне кажется, если 3 метра пробуриться, то там уже не такая глубина будет. Вот именно здесь как раз вот этот, впадина вот эта. Так тоже ее усиживать, конечно, тоже такое себе удовольствие. Но мне кажется, утром будет клевать, ребят. Погода снежная, тепло. Завтра, мне кажется, клев будет хороший. Если даже будет завтра клевать, останемся до вечера. Что у нас тут? Все есть для проживания. Будем сидеть, кормить, что выкармливать. Что-то тык. Походу рыба, ребят, задевает за леску. Вот, что-то сейчас такое было. Нет, это поклевка. Оп, есть, ребят. Хорошенькая тоже. Ну как хорошенькая. Пойдет. Тут знаете, ребят, сейчас я так сижу, думаю, вот сейчас бы вот сюда бы не помешала подводная камера. Хоть какое-то было бы понимание. Плавает рыба. В толще она может где-то. Или вообще ее нету. Как бы. Хоть в экран можно было бы смотреть и хотя бы как-то контролировать. Потому что, такая средненькая, ребят, не знаю. В принципе, на живца можно ее пустить. Кстати, что там у нас? Как там у нас? Там-то? Нормально вроде все. Опа. Вроде хорошо все здесь. Вроде все хорошо. Мелочь тоже нужна, ребят. Заготавливать живца надо очень много. Перья рыбалки мощная. Снасти. Так что, вот опять шевельнула. Все. Успел вот как бы я ее подсечь. И все. Скучная рыбалка. Накатить надо, походу. Кино смотрим, ребят. Тишина. На штатив установил. В сторону полетели два. Нормально. Давай, сядь. Тут там воин, блин. Опа. Хорошая, ребята. Хорошенькая. Блин, опять вот подошла. Сижу здесь, кино смотрю, блин. Успел зацепить сараженца. Крупненькие, блин, радуют, конечно. Что не мелочь. Заметил, не успел заметить. Взял. Не успел, все. Рыбка есть, мне кажется,
сожалению, она вообще штучно ходит. Или просто не берет. Сижу, смотрю телевизор. Смотрю, тырк-тырк-тырк. Ага, иди сюда. Ну, зацепил. На поводок. Опа-на. Есть, ребята, еще одна. Блин, ну так. Редко-редко, конечно, но смотришь и пойдет дело, может, а? Опа. Ну вот так, ребята, как-то. Печка у меня на шайке стоит. В общем, такой режим сейчас экономичный. Хотя у меня здесь окошко открыто. Сверху приток кислорода. Ну и плюс свежесть идет солнок со снега. С полами тут, конечно, вообще Ташкент. Мне кажется, палатка вывезет даже в 40 градусов вообще в легкую. Теплая палатка. Тырк-тырк. Вот так, тырк-тырк. Сами видите, как оно происходит. Переборка, ребята, парыши. Смотрите, сколько у меня окукленных. Это еще где-то, наверное, с июля у меня. Так что хранятся они, ребята. Ну, понятное дело, что все. Так себе выберу здесь. Остальных ломку. Кстати, на окуклинг тоже рыбачат. Матерые фидеристы рыбачат на такую тему. Ну так, ребят, хотел выйти в стрим, попытаться. Но, к сожалению, нифига. Начать трансляцию, повторить попытку. Не удалось подключиться к сети, блин. Ну, вот видите, ребят, выбивает, короче. Он в эфире. Закрыть. Не удалось подключиться. Ну, видите, выбивает, короче, ребята. Не знаю, что-то пошло вроде. О, погнало, ребята. Все. Нет, все выбивает. Ё-моё, блин. Ну ты долго, слушай, их делал. Мы их делали 5 Юрьевна. часов. Хрена себе, слышишь, 5 часов, блин. Так потому что мы наращивали. 5 часов, слышишь, операция на мозг проходит, бля, а вы ногти делаете. Это да. Это тоже нужна сноровка. Ну да, красота требует жертв, да? Угу. Да. Понятно, молодцы, чё. Тоже надо. К Новому году-то надо быть красивой же быть, правильно? Да. Ага. Только теперь думаю, как в туалет ходить. С такими длинными ногтями. Ну да. Слушай, я не знаю, у меня тут миллиметры выходят, так я сразу их чикаю, потому что вообще невозможно, блин. Вы с такими когтями их выйдете, это, конечно, жесть вообще. Ну, по мне вообще, как бы, знаешь, это некрасиво. Ну так, чё, какая это красота вообще, я не знаю. Просто сделать нормальный маникюр или как там, педикюр. Ну, там, гель-лаком там или как там, что там, там делаете. Ну и что? Ну и все, и более-менее аккуратно, и все, что. Ну вот я захотела в этот раз нарастить. Понятно. Что, зря Милена отучилась, что ли? Пусть на мне тренируется. Ну, базара ноль, что. Ей надо практику нарабатывать. Так-то да, что. Надо эти 5 часов сократить до 2. Это типа берешь топор, короче, обрубай.
Что, ребята, 10 вечера. Созвонился тут в деревне, и оказывается, ребята, мороз попер. Минус уже 18 градусов. На реке где-то 20-очка сейчас будет уже. Все такое ясное стало. Звездочки повылазили. Блин, только недавно снег шел. Вон так вот немножко запорошило. Ну, сколько тут выпало? Ну, сантиметра 2 вот так припорошило. Красота, конечно. Дома Ташкент, хорошо. 10 часов, ребята. Что-то редкие поклевки, какие-то дырки, все. То же самое, короче. Надоело уже мне заниматься этим делом. Сидеть, выжидать. Сейчас включу фильм, короче, и буду отдыхать. Утром посмотрим. Должна все-таки выйти, мне кажется, рыбку-то половить. А так хорошо. Так хорошо, печка шает. Тепло. Нормально, ребята. Палатку я засыпал. Все нормально. Все, что, сейчас чай попьем и отдыхать будем. Все, братцы, я на боковую, 11 часов до начала 12. Устал, короче, сидеть мониторить, потому что, ну, реально, ну, это такое себе. За каждую там поддерг хвататься. Много, кстати, рыбы слил. Старался показать на камеру. Ну, понятное дело. И пока там тянулся до камеры, вот эти там тык-тык надо было брать, подсекать. Ну, короче, подсливал. Ну, в общем, не знаю, посмотрим. Завтра будет день, будет пища. Перевернул, ребята, лампу кверху потолку. Ну, сделал такую интимную обстановку, чтобы можно было спокойно отдыхать. Все, ребята. Ночью просыпаться буду по-любому подкладывать. Буду смотреть удочки. Может будут шевеления какие-то, может и что-то ночью будет. А так все, до завтра. Отдыхать буду.
Доброе утречко, друзья. Очередное, наверное, да? Но уже с рассветом. 8 утра, вот начало рассветать. В 4 я проснулся. Что-то до 6 маялся, что-то нифига. Позавтракал. И, короче, лег. Что-то включил видосик. Бац, уснул, короче. Еще 2 часа поспал. Ну и хорошо, правильно. Ну вот, в принципе, рассвет, друзья. Сейчас посмотрим. Обычно вот с утра-то поклевки. Поклевывает это, в принципе, везде. Утренняя рыбалочка и вечерняя рыбалочка, как правило. Ну, какие-то движения, по идее, есть. Ну, вчера вот в обед, вот именно в обед я нашел здесь вот эту рыбу, которые были поклевки. Вот. Почему я здесь и забурился. Так что не знаю. Минус 15 в районе, ребята. И неделя потом, там до плюс 1 даже будет, ребят, оттепель. Надо будет не упустить момент съездить за щукой. Потому что будет оттепель. Живец тем более есть. Но это в будущем. А пока пойдемте попробовать шевелить что-нибудь. Вот в 8 утра обычно машины уже приезжают. Тем более снега-то нету. В воскресенье, смотрю, еще никто не спешит. Может, сегодня и никого и не будет, опять же. Потому что вот до этого не клевало, из-за этого, скорее всего, люди не едут. Лунки потаяли, рыба растаяла, ребята, вчерашняя. А так вот кайф. У меня еще 4 брикета осталось. Я сейчас один положил, получается. Шикарно, тепло, вообще кайф. Сейчас он спал, просто так укрылся. Нормально. Когда жарко бывало, у себя открывал приточку. Тут открывал приточку, когда готовил. Дверь открытая была. Ну а так вот здесь, ребят, постоянно вот приточка открыта. Это в любой палатке. Вне зависимости, ребята, мороз, не мороз, приточка должна быть всегда. Потому что нет. Тем более один спишь. Как бы это вообще аккуратно надо, с печками. О, поклевка, ребят. Ах ты, мимо. Что, начинает шевелиться, что ли? Какая-то непонятная дурная поклевка. Вот ладно, сейчас закармливаюсь. У меня там как раз остатки. И все, в принципе. Освещение не выключал. Вот это, ребята, лампа. Постоянно спрашивают. Она говорит, да это какая-то на озоне какая-то хрень. Очень нежная. У меня их 2 провода отсюда вырвал. Оторвался. Оттуда оторвался, уже паяли. Вот 30-ка парубанка. Вот на сутки как раз хватает, ребята. Вот не выключаю. За сутки высаживают. Вот я вчера ее включил в 2 часа. Вот она у меня целый день, всю ночь работает. Так, ладно. Все, хорош базарить. Начинаем. О, первая машина. Подъехали все-таки. Все-таки подъехали. Ну и, конечно же, надо под палатку сразу забуриться. Здесь же кормят. Что за люди, вообще не могу понять. Целая яма. Ой, еще и снизу, блин. Да. Хоть бы зашли, посмотрели, клюет, не клюет, блин. Я охренею, конечно. Ну все, ребята, приехали мужики. Сейчас даже брал камеру у парнишки, смотрел, вообще ноль. Мужики тут тоже суетятся, ищут. Будем собираться. Нифига, в общем, ребят. Ну ничего. Как говорится, ничего. Все заходят, смотрят палатку. Что да как расположение. Так что все, потихоньку сворачиваюсь, ребят. Домой баню топить. Сегодня воскресенье. Девчонки дома у меня. Так что поедем домой.
Саныч, поеду. Давай, Николь. Угу. Холодно еще. Поднавалило, ребят, хорошо. Сейчас мягенько пойдем. Остановился, ребята, на том же месте, где я с вами и поприветствовался. Частенько здесь останавливаюсь. Здесь у меня такая память по отцу. Потому что здесь мы на Лима рыбачили постоянно. Ну чё, такая рыбалочка, ребята. На котлеты не поймал, да, базара ноль. Но на жареху сладенькую попалась. Сегодня как раз штук 20 там хороших сорожек зажарим. Сладенькая красота. Ну и немножко живца подловил. Дома есть живец. В общем, рыбалки очередной быть, это главное. Мужички тоже бегают, бродят. Ни хрена не берет. Беда какая-то. А так классно провел время. Тестирую палатку, ребята. Какое-то расположение туда-сюда. Уже собрал ее намного быстрее. И завернул ее намного качественнее, как бы, ну, идет наработка. Да, есть еще, конечно, новая палатка большая. Охота с ней съездить, посмотреть, как она. Но это, ребята, все в будущем. Зима длинная, успеется. А так все на деревню, ребята. Я тут недалеко, так что красота. Все, давайте, братва, на связи. Увидимся.